Хангалском районе нашли тела 2 рыбаков и ведут поиски еще 2 пропавших. На место выехала следственная группа. Рыба мечты в Чернышевский рыбзавод. Завезли 28 осетров, которые сейчас проходят адаптацию. Только свежая продукция местных производителей. Ярмарку продовольственных товаров сегодня открывают на Комсомольской площади столицы региона. В эфире телеканала «Якутия-24 новости». Поговорим о главных событиях к этой минуте. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. В районе села Титары Хангалского района нашли 2 утонувших человек. По данным МЧС, рыбаков было 4, 2 пропали без вести. 4 человека 19 сентября из Титары направились на лодке «Казанка» в сторону острова на рыбалку, но в назначенное время не вернулись. На месте 20 сентября обнаружены 2 тела со спасательными жилетами. Спас-жилеты 2 других рыбаков остались на берегу. Их сейчас ищут силами 17 человек уже 2-е сутки. Лодку также не обнаружили. По словам местных жителей, 2 были из Хангаласского района, 2 приехали из Якутска. По факту обнаружения тел межрайонный отдел Следственного комитета начал проверку. Вчера следователи выехали на место расследовать обстоятельства происшествия. В ходе недавнего рейда Россельхознадзор на фруктово-овощной базе на улице Труда 4 Якутска обнаружены фрукты, зараженные карантинными вредителями. Гусеница в восточной плодорожке обнаружена на яблоках производства Китая, завезенных из Уссурийска. Также опасный карантинный вредитель щитовка калифорнийская выявлен на грушах и нектарине из Кыргызстана, поступивших из Новосибирска. Зараженные фрукты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Якутске. Физические лица не известили в управление Россельхознадзора, соответственно, в отношении продукции не проведен карантинный фитосанитарный контроль. Филиалом Иркутской межобластной лаборатории было подтверждено наличие карантинных вредных организмов, карантинных объектов. Зараженная продукция была утилизирована в городском полигоне бытовых отходов города Якутска. Физические лица привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. В Общественной палате республики обсудили пенсионную систему. Управляющий отделом Пенсионного фонда в республике и руководители образовательных учреждений провели встречу, где обсудили ряд вопросов, касающихся нового законопроекта. Напомню, 14 июня правительство России одобрило законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. Вступление закона в силу предполагается с 1 января 2019 года. Сотрудников образования затронут все меры, потому что, во-первых, мы говорим о повышении возраста выхода на пенсию. Это коснется исключительно всех жителей и республики, и нашей страны. Кроме того, вносятся некоторые изменения в возраст выхода именно педагогам в том числе. Герой нашего следующего сюжета – победитель республиканского конкурса среди педагогов Алена Чекмарева. Вот уже 13 лет она обучает юных нерюнгринцев искусству шахмат. О том, каково это – получить признание за дело своей жизни, в сюжете наших нерюнгринских коллег. Алена Валерьевна перед началом занятий обязательно встречает своих воспитанников. И так уже в течение 13 лет. Детям, которые приходят на дополнительные занятия в Центр творчества, она уделяет особое внимание. А преподает Алена Чекмарева им шахматы. В этом году педагог приняла участие в республиканском конкурсе среди педагогов дополнительного образования. В июне я участвовала в конкурсе на премию главы Республики Саха-Якутия. И в августе было приятным сюрпризом, что я победила. Готовилась очень долго, очень счастлива, потому что очень приятно получить награду именно в той области, по которой я работаю уже много лет. Обучать детей шахматам для Алены Валерьевны – это ее призвание. В свое время ее этому научил дед. Педагог считает, что шахматы играют огромную роль в развитии ребенка. Конечно, видно, что они понимают, что она интересна, она нужна, она важна. Я прям вижу, как на глазах дети взрослеют, становятся намного рассудительнее, умнее, усидчивее.
Алена Валерьевна – человек с активной жизненной позицией. Она не только преподает, но и организует различные спортивные соревнования и известна в Нерюнгри как яркий общественник. Вносит очень большой вклад в работу с детьми девиантного поведения в нашем районе, потому как она проводит для таких детей озорницу, малые Олимпийские игры, соревнования по различным национальным видам спорта. Учителя физкультуры знают ее по организации спортивно-развлекательной игры «Большие гонки». Но самое главное в жизни Алены Чекмаревой – это ее единственный сын. Ему она уделяет особое внимание. Каждые выходные мама с сыном вместе ходят в спортивный комплекс и занимаются волейболом, бегают, тренируются на разных станках. Ему скоро будет уже 16 лет, он уже взрослый парень. Я думаю, что это мое самое лучшее достижение в жизни, моя победа. Я очень сильно им горжусь. И, конечно же, как любого пацана, мальчишку, надо приучать к спорту. В любое свободное время мы стараемся с ним находить время, чтобы посетить спортивный комплекс «Горняк». Можно с уверенностью сказать, что премия главы для Алены Чекмаревой стала достойной наградой и будет большим стимулом в дальнейшей работе с детьми. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Вадим Варашков, Нерюнгри. Мы продолжаем. В районной библиотеке города Нерюнгри организовали книжную выставку «Якутия. Далекая и близкая». Мероприятие традиционное и приурочено ко Дню государственности республики. И сейчас на прямой связи со студией находятся наши нерюнгринские коллеги. Корреспондент Александра Цыбикова готова поделиться подробностями. Александра, здравствуйте, вам слово. Здравствуй, Василий. Сегодня здесь проводятся тематические экскурсы, книжные выставки, на которых представлены работы основоположников якутской литературы, таких как Амосов Максим Кирович, Аюнский Платон Алексеевич и других деятелей. Ежегодно нерюнгринцы радуют своей читательской активностью. И 25 сентября вниманию аудитории будет предложен обзор «История суверенной республики». Сейчас рядом со мной стоит заведующая Центром правовой и деловой информации Нерюнгринской городской библиотеки. Раиса Афанасьевна, скажите, как библиотека отмечает этот день? 27 сентября – это знаковое событие в истории государственности нашей республики. И ежегодно, традиционно наша библиотека представляет ряд мероприятий для разных возрастных категорий наших читателей. Конечно, это и традиционная выставка, это и видеофильмы, это и презентации, круглые столы, обсуждение книг. Мы на выставке представляем биографии наших ведущих деятелей, которые внесли свой огромный вклад и пожертвовали своей жизнью для развития государственности нашей республики. Для каждой возрастной категории мы подбираем материал, удобный для усвоения. Это и мультфильмы для младших дошкольников и школьников, это для средней школы, это видеофильмы, презентации. Для старшеклассников это презентации и обсуждения. Ну, на следующей неделе мы начинаем уже эту декаду. И с 25 числа у нас уже есть заявки от наших школ. Это Южно-Якутский технологический колледж, медучилище наши общеобразовательные школы. Школьники к нам приходят, и мы их с удовольствием знакомим со всем фондом, которым располагает наша библиотека. Большое спасибо, Раиса Афанасьевна. Василий. Да, Александра, спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент из Нерюнгри Александра Цыбикова. Рыба мечты. В Чернышевском рыбном заводе решили разводить сибирского осетра. Для этого они закупили и смонтировали специальное оборудование, а на днях завезли 28 половозрелых особей. И уже весной планируют получить первое потомство. Как проходит процесс адаптации к новым условиям, узнавала Ивана Филиппова. Более крупные особи, вес примерно около 4 килограмм. Вот рыбу удержать невозможно, слишком она все-таки сильная. Новые обитатели Чернышевского рыбзавода чувствуют себя превосходно. Все осетры проявляют активность. В эти дни 28 половозрелых особей были доставлены вертолетом из Булунского улуса. По словам директора Василия Черепанова, 8-часовая перевозка стала для них первым серьезным испытанием. Компания «Алмаз-Анабара», мы в Молодо садились, там подогнали пожарную машину, добавили нам свежей воды. В порту поселка Полярный тоже нам очень хорошо помогли, рыбу быстро перевезли, все сделали. Экипажу вертолета, который нас вез, тоже очень хорошо помог.
Теперь перед работниками рыбзавода стоит еще одна не менее важная задача – перевод сибирских осетров на искусственное питание. Ведь в дикой природе эти рыбы питались зообентосом – мелкими организмами, живущими на дне водоемов, и личинками комаров. Осетра кормим вот таким дождевым червем. Берем его из естественной среды обитания. Берут они его с охотой, кушают хорошо. Потом будем постепенно переводить на искусственный корм, гранулированный искусственный корм. За состоянием маточного стада следят круглые сутки. Процесс адаптации к искусственным условиям длится несколько недель. Эта рыба привыкла к водоему с проточной водой, но, несмотря на это, они чувствуют себя превосходно. Здесь, значит, поддерживается определенная температура воды обязательно. А вообще водоснабжение круговое, то есть происходит постоянно очистка. Если осетры удачно перезимуют, уже весной от них получат икру. В конце июня часть мальков выпустят в Лену. Около 25 тысяч будут подращивать для товарного размера. Иванна Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Ярмарку продовольственных товаров открывают на Комсомольской площади в столице. Горожане могут приобрести свежую продукцию от местных товаропроизводителей. Выставка юбилейная, уже 20-я по счету, и продлится до 23 сентября. И сейчас на месте ее проведения находится наш корреспондент Саргалана Федорова. Она в прямом эфире готова поделиться подробностями о мероприятии. Саргалана, здравствуй, ты в эфире. Здравствуйте, Василий! На Комсомольской площади развернулась очень вкусная выставка. Здесь представлены свежие овощи, мясо, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные изделия, напитки, мед, чай. Все это от лучших сельхозтоваропроизводителей республики. Принимают участие 146 предприятий из 24 улусов. Цены ниже рыночных. Например, рыба чир, спинка холодного копчения стоит 726 рублей. Особым событием ярмарки станет презентация нового бренда «Нерюнгринская эко-птица». В течение 3 дней ярмарку будет сопровождать насыщенная программа. Это фестиваль «Вкус Якутии», «Блюдо Якутии», мастер-класс предприятий общепита, также представители районных управлений сельского хозяйства вместе с производителями обсудят актуальные проблемы мясного скотоводства. У меня все. Василий. Саргалана, спасибо. А я напомню, что на прямой связи со студией была корреспондент Якутия-24 Саргалана Федорова. И на этом мы завершаем выпуск новостей. Спасибо за внимание и всего вам доброго.